Простите меня за такую грубость, да, очко у нашего карлика явно болезненно сжалось. Давайте сегодня поговорим вообще о том, что происходит с интернетом в России и почему все это напрямую касается Якутска. И, кстати, почему история с Поповым – это вообще не частный эпизод, а часть очень большой и очень мерзкой кампании. И Якутск сегодня – это одна из точек, где очень четко видно, как Россия ускоренно строит цифровой железный занавес. Российская власть уже несколько недель хаотично, грубо, очень показательно ломает интернет. Пропадает связь, отваливается мобильный интернет, не работает GPS, не проходят оплаты, глючат разные приложения. Люди просто не могут друг с другом нормально связаться. Совершенно понятно, что это вполне осознанная, последовательная операция по переводу страны в режим цифрового, скажем так, психоза. Да? Причем, судя по всему, власть очень-очень торопится. Очень торопится откинуть страну обратно в совок, где не было интернета, как мы все помним, да? Где были бумажные карты и стационарные телефоны. Потому что если раньше разговоры о полном удушении Telegram, ну и вообще закрытии интернета звучали как план на потом, когда-нибудь потом это все произойдет, да, то теперь власть действует по принципу: зачем делать что-то завтра, когда можно сделать это уже сегодня, уже сейчас. Особенно цинично все это смотрится на фоне многолетней болтовни про цифровую Россию, про умные города, про технологический суверенитет и прочую государственную показуху. Все мы помним, да, в Республике Саха очень активно продвигали IT-индустрию. Годами нам просто показывали вот эту картинку, что Россия – это современное, удобное, цифровое государство, все у нас было онлайн, все у нас было в телефоне, все было для гражданина. Сейчас по факту оказывается, что вся эта цифровизация, в кавычках, существует ровно до того момента, пока гражданин молчит. Как только вот эти тупицы во власти поняли, что интернет это не просто развлечение, интернет это не просто листать картинки, листать видео в Ютубе или в ТикТок. Как только они поняли, что интернет это не подконтрольное для них пространство, они стали немедленно превращать наши смартфоны в кирпичи. Дорогие, красивые, но абсолютно бесполезные. И тут очень важно понимать, что Якутск, Республика Саха, вообще не где-то в стороне стоит. Да? Она находится в центре вот этой всей кампании. Митинг против блокировки Telegram в Якутске – это протест якутян против разрушения нормальной жизни. Связь сегодня – это работа, это деньги, это логистика, это безопасность, это вызов такси, это доступ к информации, это возможность в любой момент связаться с близкими, это экстренные сообщения. Когда власть все это ломает, она рвет, скажем так, повседневную ткань жизни. Именно поэтому в Якутске люди хотели выйти против того, чтобы вот этот железный занавес на них опустился. А в ответ что власть сделала? Она задержала организаторов. Вот и весь разговор о свободе в России. Официальное объяснение у власти, как всегда, тупое, как всегда, очень удобное. Да? Все это, мол, ради вашей безопасности, ради защиты от дронов в центре значит, России, ради борьбы с внешними угрозами для всех остальных. Ну, давайте скажем честно, да? Если бы государство действительно заботилось о безопасности граждан, оно бы не отключало людям связь, не лишало бы их навигации, не рушило бы каналы экстренной коммуникации и не устраивало вот подобный цифровой хаос, который мы видим на протяжении нескольких недель. Потому что отключение интернета и связи – это не защита населения, это, наоборот, ослабление населения. Значит, настоящая причина в другом. Давайте мы вот эти причины с вами рассмотрим сегодня. Во-первых, скорее всего, об этом очень многие говорят, государство готовится к долгой войне и протестам против этого, и связанным с этой войной возможной мобилизацией. Вообще Кремль понимает, что война затянулась, что в обществе растет усталость, что в обществе очень велико раздражение
А впереди вполне могут быть решения, принятые ими, да, которые вызовут резкий всплеск этого напряжения. Опять та же самая мобилизация, да. А что нужно власти, если она боится недовольства? Правильно, не нужно решать проблему, нужно просто сломать людям возможность объединиться быстро. Это легко сделать, объединение, да, я имею в виду объединиться, легко очень быстро сделать в чате, в любом мессенджере. И власть этого вполне очевидно боится. Вторая причина – это загон людей, так называемое цифровое стойло. Здесь мы говорим про мессенджер Макс. Здесь все еще проще. Власть не просто ограничивает независимые платформы, она параллельно пытается вытолкнуть людей вот в эти сервисы, которые вполне себе подконтрольны государством. Здесь у них очень примитивная логика. Сначала тебе сломали доступный нормальный инструмент, а потом предложили то, что у них есть. Вот этот дубовый Макс, да. Знаете, какая здесь параллель напрашивается? Сначала тебе подожгли дом, а потом предложили переехать на новое место, да, в тюрьму, под камерой и с надзирателями. И подают все это как заботу о гражданах. Невероятная мерзость в том, что все это подается под видом импортозамещения. На самом деле Макс – это поводок, на котором государство хочет держать всю страну, буквально каждого гражданина этой страны. Третья причина, и она, скорее всего, даже самая такая очевидная, да, это банальный страх, паранойя режима. Путинский режим давно уже живет вот в этом страхе. Но тут, понимаете, они услышали, значит, и увидели, что случилось с Мадуро в Венесуэле и с Хаминеи в Иране. Как мы можем понимать, простите меня за такую грубость, да, очко у нашего карлика явно болезненно сжалось. Сейчас в Москве включили интернет, и все выдохнули с облегчением. Но надолго ли? Вот. И самое мерзкое здесь даже не в том, что власть врет. К тому, что они врут, мы все уже давным-давно привыкли. Самое мерзкое в другом. Они уничтожают базовую инфраструктуру нормальной жизни. Не точечно они уничтожают, не где-то локально в каких-то городах, да, а вообще бьют по всем. И, вы знаете, они ограничивают не только независимые медиа, ну, вернее, людей, да, которые могут получить информацию из независимых источников. Это же бьют по обычному гражданину, по таксистам, по курьерам, по студентам, по родителям, которые встречают, например, своих детей из школы. Да даже по тем же самым лояльным депутатам и по Z-патриотам. Вообще по всем это бьет. Вот в этом-то и есть суть любой репрессивной машины. Сначала они ее строят, запускают против чужих, а потом она приходит за своими. И также будет, я вас уверяю, в ситуации с Александром Ивановым. Сначала они сожрали как бы чужого, да, им человека, и Паскочина тоже, кстати, да. А потом, я уверена, и вы будьте уверены, они придут за остальными, за тем же самым Подголовым или за теми же самыми лояльными Владимиром или Виктором Федоровым. Эта система, вот эта вот машина репрессивная, она не умеет останавливаться. У нее нет морали, у нее есть только аппетит. Вот она сожрет всех. И все это она, значит, подольет соусом под названием «для вашей же безопасности». Будьте уверены. Что будет дальше? Здесь мое мнение такое, что давление на Телеграм, вообще на свободный интернет будет только усиливаться. Дальше будут, опять же, новые ограничения, новые отключения, шатдауны и локальные, и региональные. И будут шириться, значит, все эти белые списки. И людей дальше продолжат выдавливать в макс. Потому что государство, которое ведет войну, которое боится общества и держится на лжи, не может себе позволить, чтобы люди были свободными. Свободная связь для этого государства опаснее, чем коррупция, опаснее, чем проблемы в экономике или тупые депутаты или чиновники. Потому что коррупция это государство кормит, проблемы в экономике их вообще не волнуют, а тупость чиновников или депутатов – это вообще кадровая политика этого государства. А вот свободная коммуникация,
это уже огромная опасность. И здесь вот главный вывод, да, и я хочу сказать, что он очень для нас хороший. История с Якутском, с другими городами, где запретили собрания, показывает одну очень простую вещь. Интернет в России отключают, потому что интернет, вообще свободная связь, помогает людям оставаться обществом. Любая диктатура больше всего боится именно этого, когда люди собираются и требуют исполнения своих гражданских прав. Когда государство начинает бояться даже мессенджеров, это означает только одно. Режим уже не контролирует реальность. Режим в панике и крушит все, что попадется под руку. Все вокруг, в общем-то, крушит. Да. И чем быстрее этот режим все разрушит, тем быстрее он сам рухнет под этими руинами, тем быстрее республика станет независимой. Спасибо. До свидания.